Добрый день, уважаемые жюри. Презентацию показывают ученики 5 класса. Черняев Дмитрий и Абдрахков Георгий. Разрешите представить вам темы нашего доклада. Тема доклада «Увлеченный небом. Жизненный путь героя-летчика Валерия Ильича Кузьмина». Актуальность данного исследования состоит в том, чтобы сохранить память о Валерии Ильиче Кузьмине. Работая над темой доклада из книг, воспоминаний, газет, мы узнали все новые и новые факты о жизни героя. Объект исследования – биография Валерия Ильича Кузьмина. Цель исследования – выяснить и проследить боевую трудовую биографию Валерия Ильича Кузьмина. Задача – изучить материал о первом летчике из народа Саха, опрос школьников и их родителей памяти легендарного летчика Валерия Ильича Кузьмина. Гипотеза – память о великих героях нашей страны должна остаться в памяти поколений. Практическая значимость – составить материал для проведения классных часов, уроков памяти для учащихся. Валерий Ильич Кузьмин – командир Иркутского объединенного авиационного отряда Иркутской гражданской авиации, герой социалистического труда, первый летчик из Иркутов. В военное время был зачислен к 4 опытных пилотов. Ему дали задание изыскать места для будущих аэропортов. За 4 месяца в трудноклиматических условиях без метео и радиообеспечения от Якутска до Берингового пролива нашли более десятков мест будущих аэропортов. Валерий Ильич Кузьмин, сам того не зная, был первым летчиком, который пролетел по трассе Красноярск-Уэлькаль. Эта трасса стала перегонкой самолетов, поставляющих к нам из США. В военное время летчик Валерий Ильич Кузьмин был на трассе Алсиб и перегонял американский самолет. В середине 1960-х годов стали поступать новые турбонефтовые самолеты, а в марте 1965 года Кузьмин добивался освобождения должности от руководителя предприятия, чтобы заняться освоением новой техники. В 1966 году он прошел переподготовку на самолет Ан-12 и уже работает пилотом инструктором этого воздушного судна. В 1967 году он становится заслуженным пилотом СССР. В 1969 году он возглавил Иркутское управление гражданской авиации указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1973 года. За выдающиеся достижения выполнения плановых заданий по авиаперевозкам и освоению новой техники ему присвоено звание Героя социалистического труда с орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот». Он 12 лет плодотворно руководил этим Якутским объединенным авиаотрядом до ухода на пенсию в июне 1981 года. Избирался депутатом Верховного Совета Якутского АССР 3 созывов, Якутского городского совета народных депутатов нескольких созывов. В Якутске его имя присуждено улице, площади. Памятник Валерию Ильичу Кузьмину стоит у входа в пассажирский аэропорт города Якутск. На доме, где он жил последние годы, стоит памятная доска с именем Валерия Ильича Кузьмина. Имя Валерия Ильича Кузьмина присвоил теплоход, приписанный к порту Тикси. И самолет ТУ-154 в настоящее время его имя присвоено самолету Сухой Суперджет 95-100 с бортовым номером РА-89011, также авиакомпания Якутия. Его имя было присуждено ювелирному алмазу 568 карат, летчик Валерий Ильич. Средняя школа номер 30 счит своего героя. В школе оформлен стенд с памяти Валерия Ильича Кузьмина.
С 80-летием со дня рождения общеобразовательной школы номер 30 города Якутска проводится ежегодное мероприятие «Кузьминские чтения». Следовательно, Валерий Ильич Кузьмин является достойным гражданином нашей страны. Он был лучшим представителем довоенного и послевоенного поколения. Его трудовая биография – это история авиации республики в миниатюре. Ему присуждено было трудолюбие, способность решать ответы, стремление всегда быть впереди. Считаем, что молодое поколение должно жить на примере вот видящего летчика, который нашел свое место в жизни и оставил достойный след в истории нашей страны. По итогам исследования мы составили план, провели классный час в 5 А. Гордимся героем Валерий Кузьмин. Наглядно насобирали фотографии, сделали доклад о жизни Валерия Ильича Кузьмина. Спасибо за внимание!